Дружко, каравай крає, дружко, каравай крає. Сегодня мы в гостях у уникального музыканта, заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Владимира Федотова. Скажите, пожалуйста, а с чего у вас все начиналось? Вот ваше знакомство и ваша, вернее, влюбленность в музыку, наверное, с фольклора все началось? Ну, безусловно, Эльмира. Безусловно, поскольку я родился в семье гармониста, и этот отпечаток, естественно, остался на мне на всю жизнь. Потому что впервые я услышал от папы барыню, впервые я слышал его замечательную игру «Краковяк», вот, «Семеновна» и так далее. То есть то, что культивировалось в советское время в быту, особенно на свадьбах, застольях и так далее, так далее. И все это вот я потихонечку перенимал и перенял на гармошку.
Вы яркий представитель русской культуры, а несете в массы, наверное, культуру всех народов. Песни каких народов вы играете, в обработках и вообще где вы выступали? Во мне, видимо, природный какой-то интернационализм. Я просто обожаю музыку не только свою национальную, русскую, я обожаю музыку народов, разных народов мира. С чего и началось, например, когда я в 1971 году приехал в Казань, то есть я Татарстан вообще не знал, родился я в Сызрани, Куйбышевской области, не слышал ни языка, естественно, ни татарской национальной музыки. И, как я уже ранее говорил, что я впитал отцовскую игру русскую народную, да, вот. И в 1971 году, когда я приехал, после окончания музыкального училища, я поступил на работу по конкурсу в ансамбль песни и танца, ныне государственный ансамбль песни и танца. С первых репетиций меня это все ошеломило, вот эта вся национальная музыка. И я был в некоторой степени, может быть, сначала растерян, а потом собран, увлечен, сосредоточен, сконцентрирован и постепенно входил в репертуар. В каких странах вы выступали? Потому что я знаю, что вот сейчас вас приглашают на международные конкурсы за границей, да, вот в Италии вы только что были. Ну, я поездил прилично, там их, наверное, штук 18 наберется стран Европы, Африки, Азии. В Америке я условно побывал. А не условно, а как это называется? Виртуально. Почему? Потому что я принял участие в международном конкурсе «Gold Аккордеон» в Америке, в Нью-Йорке, по видеозаписям. Вот. В то время я преподавал в университете, у меня были студенты, я студентов сагитировал, мы сделали замечательный дуэт, и все это записали, я отдельно, они отдельно, и отправили диск. В результате был приятный сюрприз, я как-то связь не знал, как держать. Мне просто коллега, профессор Родин из Москвы, по телефону, когда мы общаемся, он мне вот эту приятную вещь: Владимир Сергеевич, вы сидите или стоите? Я говорю: стою, рекомендую сесть. Войдите на сайт Gold Аккордеон, и вы там увидите свои имена. Поздравляю! В категории ансамбли мой дуэт Нияз Мусин и Марат Низамов
заняли золотой диплом, первое место. А в категории солисты я занял, моя фамилия там была, я занял второй, серебряный диплом. То есть вот такой у нас был приятный сюрприз, урожай. Ну, люблю я музыку народов разных мира. Нравится мне музыка азиатская. Вот, например, в Турции, когда я и работал, и выступал, я на тему популярной в Турции песни Üsküdar'a сделал обработку для баяна. И там же я ее исполнял. Вот до сих пор никак не могу ее зафиксировать на ноты. Уже в памяти забываю. Ну, думаю, я к ней вернусь. Вот, так что играю с удовольствием итальянскую музыку. Я играю на нем, как обычно, на баяне. То есть левая клавиатура, правая клавиатура. А левая клавиатура у нас, на ней две клавиатуры. Она трансформируется еще во вторую, в выбранную. То есть мы можем играть как на правой. То есть вот здесь у фортепиано одна клавиатура, как вам известно, то у органа у него несколько мануалов, 2-3 мануала и эти педали. Вот. А у всех, и у баяна 3 клавиатуры, а у всех музыкальных инструментов или у них одна клавиатура, то есть возьмем струнно-смычковая одна, духовые одна, фортепиано одна, все. Возможностей мало других инструментов. То есть у них нет такой возможности охватить ту партитуру, скажем так, да, условно, оркестровой. Как они смогут играть? Например, на кларнете. Ему же надо... Они все нуждаются в аккомпанементе, а в баяне все это есть. И поэтому я играю, как обычно. Так? Ну, скажем, полет шмеля. На баяне же многие играют. Вот я играю, там очень аккомпанемент простой. Пим, пим, пам, пим, бас с аккордом идет параллельно. Пам, 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 да? А здесь... Кстати, на самом деле, ведь оркестровый, там же очень много музыкантов в оркестре, да? А на самом деле, как же может музыкант один исполнить то, что играет целый оркестр? Все-таки у него же пальцы-то все-таки не раздваиваются, ну никак. Вот. Это сложно. Вы заметили в босса-нове, где я в одной части, вы меня заметили, сделали реплику, ой, а как вот там был вокал где-то, группа? Я говорю, да. И это достигается за счет разделения голосов или инструментов, за счет баланса инструментов, за счет разделения клавиатуры.
что касается народной музыки, какие трансформации с ней произойдут? Как вы считаете? Что дальше? Вот какое будущее мы, ближайшее в нашем музыкальном плане? Что касается традиционной, вы знаете, традиционной, я думаю, благодаря тем фестивалям, которые у нас в республике проходят, тут тоже вот «Играй гармонь», пусть она несколько примитивная, но она мотивирует обычных людей, трактористов, колхозников, электронщиков, я не знаю, там, шоферов, да, на то, чтобы в свободное время от своего производства сесть и оттянуться, как говорят, понимаете. Вот этот уровень гармонистов, музицирования, он, на мой взгляд, еще сохраняется. И думаю, что и будет сохраняться, и если наша современность и наш прогресс не заставит перейти на какие-то новые виды инструментария. Этот инструмент на сегодняшний день по своему оснащению и воспроизведению он уже может занимать, как данность он уже как царь. Я думаю, что время возьмет и победит, и я думаю, что чем раньше мы пересадим детей на него, на этот цифровой инструмент, тем мы будем первыми в мире. Понимаете? Я первый в России стал играть на этом баяне.
Дружко, коровай крає, дружко.